Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что успеет случиться до конца месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же успеет случиться? Мои хорошие, отсыпка у нас общая, пожалуйста, этого не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, первое замечательное событие у вас с правой стороны. Два человечка опускаются на одном якоре. То есть между двумя людьми, во-первых, воцарится мир. Во-вторых, состоится очень важная договоренность, которой будут оба дорожить и оба будут выполнять. Это может касаться как и личной жизни, да, любовь, отношения, дружба, так и, например, каких-то бизнес-вопросов, да, рабочих вопросов. Значит, договоритесь. Договоритесь поровну, то есть и не вам, и не вы, да, где-то вот посерединочке сойдетесь, каждый будет со своей стороны доволен, и для каждого будет важно до конца выполнить эту договоренность. Хороший момент. На якоре опускаетесь, то есть в зону стабильности переходите. Из хаоса выходите, в зону стабильности переходите. Ну а если вы, например, мечтали получить какое-то хорошее предложение, будь то работа, будь то бизнес, будь то, может быть, еще что получше, путем разговоров, путем переговоров вы этого добьетесь, точно добьетесь. Так, человек как будто бы из-за деревьев выглядывает. Человек, который долго прятался, скрывался, но не отшельник, нет. Тут все-таки выглядывает, значит, посматривает на вас, значит, прятался, скрывался специально. Женщина либо мужчина. Во-первых, до конца месяца будет точно обнаружен. Во-вторых, состоится встреча. И в-третьих, что-то выяснится по поводу этого человека. Мотивы его либо ее поступков. Да? Зачем человек скрывался? Зачем человек прятался? Что там такого случилось? Может быть, обиделся, может быть, нашкодил. Да? Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но человек не только обнаружен, не только все выяснится, но еще и как встреча состоится. Ну, либо, по крайней мере, разговор состоится. Вот. Для вас это желанное событие. Знак бесконечности. Что-то переходит в знак бесконечности. Гвоздь — знак бесконечности. Женщина. Какая-то женщина себя обрекает на очень серьезные беды, неприятности. Женщина слева. Кто-то из ваших знакомых, либо людей, с кем вы, ну, например, там враждуете, соперничаете, перейдет границу дозволенного. Женщина сама себя своими действиями, поступками, мыслями, желаниями обрекает на вечные какие-то муки, страдания, на вечные неприятности. Но это какой-то долгий вопрос, долгое перетягивание каната. В общем, она все лимиты дозволенного перешагнула. Все, у нее какой-то разворот не туда, патовый разворот не туда. В общем, женщина доигралась. Давайте так. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но вам знакомая женщина, очень нехорошая, кстати, женщина, доигралась. Вот этот гвоздь, он будет вбит в крышку ее, ну, извините, грубо. Ну, в переносном, конечно, смысле. Хотя, ну, нет, в переносном. Вот она сама все себе сделала. То есть никто в этом не виноват, кроме нее. Надо было быть попроще, к людям относиться получше,
И так вот не играть людьми и все-таки знать рамки дозволенного. Еще кажется, что она какой-то еще магией занималась. Я понимаю, что не у всех отыграется, у кого-то прям точно отыграется. И здесь прям ее прихлопнут. Ну, гвоздь, понимаете, гвоздь в крышку гроба. Тут ничего не скажешь. Она сама виновата в своих бедах. Что вам от этого? А вам от этого знак удачи идет. Вот как только у нее там все кубарем покатится в пропасть, это будет для вас знаком удачи. То есть от вас отстанут, вам не будут причинять неприятности, создавать неприятности, угрожать вам, какие-то проблемы, может быть, там, напускать на вашу жизнь. То есть вы это прям сразу почувствуете. Сразу. Может быть, даже не конкретно вас она трогает, может быть, кого-то из ваших дорогих и близких людей она трогала, а вы все вместе пытались с ней как-то там бороться, справиться. Ну, в общем, доигралась, допрыгалась. Так, чуть выше. Болото мелеет. Болото. Так, у кого жизнь как болото? Признавайтесь. Такое, знаете, зыбкое болото, когда по нему сложно идти и прям засасывает. Мелеет, вода уходит. Вот такая вонючая грязная вода уходит. Застойная вода. Болото — это проблемы. Болото — это состояние депрессии, когда ничего не хочется, ничего не получается, когда ничего не интересно, когда человек просто в себе закрывается, да, и не живет, а существует. Ваше болото, оно мелким становится. До конца месяца вы прям почувствуете, что вам легче, вам проще, и не все такое прям мрачное, и есть свет в конце туннеля, и вообще зеленый вот светофор в вашу сторону горит. Да, здесь вот именно и настроение улучшится, и сама обстановочка разрядится вокруг вас. Так, курочка. Вы ее держите в левой руке. Курочка слева. Удастся заработать какие-то денежки случайным образом. Вы меня извините, но здесь явно в левой руке случайным образом. То есть вы не ждете, вы не думаете, не гадаете, а вот получается заработать. Может быть, какую-то старую вещь продадите, да, которая вам без надобности, а кому-то она очень-очень понадобится. Человек вам даст хорошие деньги, неплохие, по крайней мере. У кого-то отыграется, что вас попросят что-то сделать, например, там, присмотреть за чужим ребенком, либо, может, еще что сделать. В общем, заплатят, да, вам заплатят. Случайно вы не ждете, вы не надеетесь, вы не готовитесь, но заработаете. Кстати, этой курочке будете очень-очень рады. Мышь. Мышь мошенничество, мелкие пакости. Вам будет казаться, что кто-то из ваших близких людей с вами нечестен, либо пакостит, да? Давайте так. Во-первых, да, человек что-то может скрывать, утаивать, либо кого-то покрывать. А по поводу пакости нет. Тут скорее как случайность. Да? Человек случайно, например, что-то разбил, побоялся признаться, там где-нибудь там загреб в уголок, либо под диван. Вот. И не сказал. Нет, здесь какого-то специального злого умысла нет, потому что мышь, она стоит на вас, смотрит. То есть, да, человек в чем-то виноват, но без злого умысла, не специально, не так, что прям вам все там попортить. Нет, так получилось. Да, был неправ, не признался, не сказал, не сознался. Но, тем не менее, не ищите врагов там, где их нет. И не притягивайте за уши того, чего на самом деле не происходит. Каждый может ошибиться, мы не святые. Каждый может допустить ошибку. И не у каждого достаточно смелости в ней признаться, сознаться. Вот. Простите, примите, простите, да, переведите в шутку. Господи, не обращайте на это внимания. Нет злого умысла, просто его нет. Это просто такое злосчастное совпадение. Да, вот так все совпало. Так, дорога. Дорога стремительно идет вверх. У кого-то в прямом смысле слова, да, вот прям придется быстро собраться и быстро уехать. А у кого-то это дорога вашей жизни. Тут какой-то скачок. Небольшой, но скачок в развитии, в улучшении. Небольшой, но все-таки вверх, и это скачок.
Как-то вот резко что-то произойдет. Ну, конечно, это вас порадует, вы будете довольны. Это тоже какая-то ваша заслуга. То есть вы этого добиваетесь, либо благодаря вам это происходит. Мужчина, 4 позади, лошадка впереди. Ну, для мужчин обычно такими знаками показывают, что меньше будет дома, больше будет на работе. А у кого мужчина искал работу, здесь точно вот идет на работу, устроится на работу, начнет работать. Но 4 позади, меньше времени будет проводить дома. Меньше времени. Потому что работа, да, лошадка впереди, больше работы будет. Либо устроиться на работу. Сейчас вы пытаетесь его выпихнуть, да, иди заработай, иди что-нибудь делай. А потом будете скучать и говорить, что-то ты задерживайся, да, скорее приходи, ты мало дома бываешь. Да, отчитывать его будете. Сейчас вам кажется это странным, но поверьте, так оно и будет. Задерживается на работе, либо вот долго, да, и он отсутствует. Но он делом занят. Здесь ничего такого нет, он делом занят. Кстати, у кого-то из моих дорогих зрительниц так отыграется какой-то мужчина, 4 позади, разведенный мужчина, разведенный, возможно, вам будет предлагать покататься на машине, либо куда-то вас отвезти, что-то для вас сделать, пригласить вас на свидание. В принципе, мужчина такой неплохой, сильный, красивый. И вам это будет нравиться. То есть вы соглашаетесь, ходите с ним на свидание, общаетесь, не знаю, может, познакомитесь ближе. Но вот что-то между вами как зарождается, начинается. 4 у него точно позади. То есть он разведенный, но вот вместе со своей семьей точно не проживает. 4 позади, все, он не там. Если вдруг вас будет смущать этот вопрос, нет. 4 у него позади. Худая корова, какой-то человек гонит ее влево. Скорее всего, это связано как-то с вашей работой для тех, кто работает. Может быть, какие-то проблемы, кризисные моменты на предприятии, где вы работаете, либо в фирме. Корова очень худая, и еще идет не в ту сторону. Глупые руководители, несостоятельные руководители допускают очень много ошибок, и это вредит бизнесу. Также по таким знакам очень часто проигрываются начальники, которые принимают идиотские решения, необдуманные, абсурдные. И из-за таких решений страдает, например, коллектив. Вы будете очень возмущены. Вы это видите, вы это чувствуете, вы понимаете, а ничего поделать не можете. Кстати, у кого-то так и отыграется, что очень глупый руководитель, либо очень глупый начальник, если это наемный сотрудник, то, скорее всего, как раз-таки в немилость у высшего руководства попадет. Как до людей дойдет, да, что губит фирму, губит предприятие. Может быть, какие-то даже разборки начнутся. Разборки. Ваш голос очень важен. Ваш голос очень важен. Вы можете повлиять на эту ситуацию. Вы можете раскрыть какую-то важную информацию. Молчать нельзя. Саламандра, будь умнее, покажи себя. Покажи себя, это важно. Песочные часы и какой-то важный звонок. Совсем скоро будет важный звонок. Еще, кстати, может отыграться как приглашение. Что-то вы такое получите, чего не ждете, не думаете, не гадаете, но это придет к вам. В вашем доме случится. Телефон зазвонит, вы дома будете. Либо письмо, какое-то оповещение, извещение получите. Влево смотрите, очень неожиданно. Очень неожиданно, но очень желанно. Вот так вот. Филин в центре. Мужчина прячет этого филина. Какой-то мужчина от вас что-то прячет, скрывает. Это может быть как и ваш близкий мужчина, так и совершенно какой-то посторонний мужчина. Кто-то от вас что-то прятал, скрывал, но у филина открываются глаза. То есть все-таки правда прольется в центре. Это важно. Важно узнать правду. На жизнь, на судьбу влияет. Сети.
Сети рвутся, потому что рыбы очень много. Не могу понять, кто. Кто-то будет тащить сети, которые будут рваться от того, что много рыбы в них. Значит, мои хорошие, во-первых, не жадничать. Во-вторых, в меру потребностей, да, нужно в меру потребностей брать. И вот такое количество рыбы может сделать вас объектом зависти. То есть вам начнут завидовать. Там людям будет неважно, сколько на самом деле той рыбы, и неважно, что вы для этого сделали, как вы порвались, да, для того, чтобы эту всю рыбу получить. Но могут очень сильно завидовать. Тащите эту рыбу, тащите молча, так, чтобы никто не видел и не знал. И опять же, еще раз, не жадничайте, не жадничайте, не пытайтесь большими, какими-то суммами оперировать. Либо как-то поаккуратнее будьте с наличкой, что-то в таком ключе, потому что сети могут рваться. А это неприятный момент. Еще с правой стороны, да, скорее как предупреждение. Будьте вообще поосторожнее и поаккуратнее с операциями, денежными операциями. Обмен, транзакции, банки, да, банковские операции, там, наличку особо с собой не носите. В таком ключе. Собачка большая. Что-то вам приносит в зубах. Друг, который вам что-то принесет, для вас что-то сделает, чем-то с вами поделится. Либо в прямом смысле слова ваша собака, если она у вас есть, что-то такое откопает, принесет. Причем все будут в шоке. Да, может, она вообще уже копает, да? Там подкопает вам фундамент дома. Либо еще что. В общем, присмотрите за своими собаками. Дом. Человек уходит из дома. Довольный человек. Я бы даже сказала, счастливый. Это не дом как жилище, это, скорее всего, дом как какая-то организация, какое-то общественное место, казенный дом. Вы оттуда будете выходить, и у вас прям эти звездочки счастья летают вокруг вас. Будете считать, что вам очень-очень-очень сильно, пресильно повезло. Давно с вами такого не было, и прям от счастья голова закружится. Я вас поздравляю, вы молодец, вы свое получаете. С левой стороны кто-то будет привлекать ваше внимание каким-то странным и, я бы даже сказала, глупым способом. Человек как игрой на нервах занимается. Вы человеку интересны. Человек во что бы то ни стало хотел бы с вами то ли поговорить, то ли познакомиться, то ли сблизиться. Но методы этого человека, они отталкивающие, отвратительные. Для мужчины женщина, для женщины мужчина. Вот знаете, как этот школьник-подросток вот такими методами привлекает внимание. Что там, мальчики за косы раньше девочек дергали, там могли как-то, не знаю, там что такое сказать, знаете, высказаться некрасиво. И вот этот человек так поступает. Вы не поймете таких подходов и, возможно, даже с этим человеком поругаетесь. Но человек, с одной стороны, плохого не хочет, но, видно, не умеет. Не умеет ухаживать. Вот. Человек просто не умеет ухаживать и не знаком с хорошими манерами. Вот и все. Да? Поэтому так себя и ведет. Фу-фу-фу, как отвратительно. Вас, кстати, это очень будет раздражать. Очень. Особенно если вы, постарше, грубо говоря, да, вы такая скажете: сейчас я тебе задам, сейчас тебе покажу. Так, какое-то письмо, именно письмо делового характера летит в ваш дом. Письмо, кстати, очень долгожданное, либо очень много решающее в вашей жизни. Мне почему-то кажется, что это что-то очень-очень сильно официальное. Что-то вы получите. В правую сторону хвостик смотрит. Вы этому обрадуетесь. Да, вы действительно обрадуетесь. Знаете, вот такое ощущение, как наконец-таки дождались. Господи, как долго мы это все ждали. Здесь мужская фигурка с подарком. Причем подарок какой-то странный. Вы сразу не поймете, что это подарок.
либо такому подарку вы очень сильно удивитесь. Скажете, что это мне? Это такой подарок мне? Мужчина хотел как лучше, а почему-то получилось как всегда. Знаете, как не угадал. Не угадал, либо в очередной раз лоханулся. Ну, вот такой вот он мужчина. Да, не хочется его обижать, потому что действительно старался, ну вот не угадал. Так, девчонки, не будьте такими строгими и принимайте этот подарок. Но для него это важно, вы понимаете, для него это будет травма, если он опять не угадал. Шляпа. Шляпа. Так, смотрите, не сядьте в шляпу. Не сядьте в шляпу. А вообще мы тут говорят, не лезь на рожон. Это первый момент. И второй момент. Не опирайтесь на свое какое-то первое мнение, первое суждение, либо на чье-то первое мнение. Вас здесь могут, знаете, как даже подставить. Про хорошего человека сказать плохое, а про плохого хорошее. И вы можете как ошибиться. Будьте повнимательнее и, опять же, скоропалительные какие-то слова, мнения, решения. Вот этого нельзя. Иначе в шляпу сядете. Здесь вас больше как предупреждают. Не то чтобы это чья-то шутка, розыгрыш. Нет, скорее всего, человек сам не разобрался, либо там под впечатлением каких-то слухов. И вот такая белиберда может произойти. Опирайтесь только на свое мнение. И опять же, не судите человека по первому взгляду. Это очень важно. Венце. Венце — два очень крутых события, которые влияют на вашу жизнь. Не могу сказать, чем это связано. Их просто вот показали как голубями, которые летят вниз. Два прям крутецких события. Очень важных, кстати, события. А вот третье событие — это как что-то уходящее, исчезающее из вашей жизни. Причем в неизвестном направлении. Что-то не очень хорошее, я бы даже сказала, такое зловещее, коварное. Может, даже какой-то человек, как выходит, уходит, исчезает. Это как-то произойдет без предупреждения, не знаю, в один день, в один час. Но это хорошее событие, да, все-таки как избавление идет. Избавиться от балласта, избавиться от кого-то вредоносного, противного, злобного. Да, получается 3. 2 к вам, 1 от вас. Ну, поживем, увидим. А отсыпка мне ваша понравилась. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.